эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Всемирный день космонавтики и авиации, а также Международный день полета человека в космос празднуют сегодня. Аномальный снегопад накрыл Якутск. В столице объявлен режим повышенной готовности. Рыбный фестиваль состоялся в Якутии. Кто стал самым удачливым ловцом? В столице республики ввели режим повышенной готовности из-за аномального снегопада. Об этом сообщил мэр Якутска Евгений Григорьев. Сейчас работает вся имеющаяся в наличии дорожная техника Якутдорстроя. Снега за двое суток выпало в несколько раз больше нормы, и пока, к сожалению, прогнозы говорят о продолжении снегопада в понедельник. Это серьезное испытание для наших дорожных служб общественного транспорта. Для координации работы имеющихся ресурсов временно вводим в городе режим повышенная готовность, сообщил Григорьев. Он отметил, что работа ведется в 3 смены. Работают 4 грейдера, плюс 12 поливово-моечных машин, переоборудованных специально для уборки снега и, соответственно, уборки его с территории дороги. Плюс у нас также работает самосвальная техника в количестве 6 единиц. Это на ручную подсыпку непосредственно карманов заездов. Также у нас работают 4 единицы, которые занимаются непосредственно машины по посыпке дорог. Как сообщили в мэрии столицы, согласно многолетним наблюдениям, уровень осадков в Якутске в первую декаду апреля составляет около 2 миллиметров. Циклон, пришедший в центральную Якутию со стороны Охотского моря, принес аномальные снегопады. Только за сутки 10 апреля выпало 6,4 миллиметра. За ночь с 10 на 11 апреля выпало 6 миллиметров. Данных за полные сутки в воскресенье 11 апреля пока нет. Норма осадков превышена в несколько раз, в некоторых местах намело сугробы по колено. 11 тысяч кубометров льда предстоит убрать сотрудникам прииска Ирилях, чтобы просто приступить к работе. Плавучие алмазодобывающие фабрики «Драги» готовятся к очередному сезону. На днях наши коллеги побывали на «Драге» номер 202 и понаблюдали за ледоуборкой. Подобно огромному дуршлагу, ковш экскаватора поднимает кусок льда в воздух и перетаскивает к берегу реки. Складируют там глыбу за глыбой, а их здесь столько, что поместилось бы больше 10 плавательных бассейнов. Толщина льда вокруг драг размером больше, чем взрослый человек. И, естественно, это не позволяет драгам маневрировать. Если этот лед не убирать, то промывочный сезон начнется только в июне. На ледоуборке бригада из 8 рабочих. Они делают разметку на льду, пилят его на блоки с помощью баровой машины, перемещают глыбы к экскаватору. Дальше дело за техникой. После освобождения площади ото льда уже драга спокойно уже маневрирует по забою, работает, ходит по забою и уже без простоев оборудования может уже вести обогатительный сезон. Любопытный факт. Первую льдину, которую рабочие достали из реки, всегда откладывают в сторону. Ставят флаг предприятия. Это давняя традиция обогатителей. Обычай существует десятки лет. Нынешние сотрудники предполагают, что с начала запуска драг в 60-х годах. Символизирует то, что драги скоро запустятся, что начнется новый промывочный сезон, что люди будут работать, что будут даны новые алмазы Родины. 10 апреля драги начнут промывать песок. До сентября плавучим фабрикам предстоит обработать более 1300 кубометров горной массы. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Всемирный день авиации и космонавтики и Международный день полета человека в космос отмечают сегодня во всем мире. Благодаря событию, которое произошло ровно 60 лет назад, человек впервые слетал в космос. 12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» первым облетел Землю по орбите. Этот полет, который длился 108 минут, стал прорывом в освоении космического пространства.
Первый космонавт стал мировой знаменитостью, досрочно получил звание майора и звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1962 году по предложению второго советского летчика-космонавта Германа Титова был установлен День космонавтики. Кроме этого, в 2011 году Генассамблея ООН учредила еще один праздник – Международный полет человека в космос. Дорогие друзья, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Ровно 60 лет назад, 12 апреля, произошло событие, ставшее поворотным в мировой истории. Космический корабль с человеком на борту покинул Землю, впервые совершив орбитальный полет. А человек, дерзнувший отправиться в этот полет, Юрий Алексеевич Гагарин, наш соотечественник. В этот день его имя узнала вся планета. Наши ученые-конструкторы продемонстрировали тогда неоспоримое превосходство отечественных технологий и сделали нас первой космической державой. А легендарные 108 минут полета Гагарина стали примером героизма для его последователей. Для нас в том числе. Друзья, в этот день мы хотим поздравить всех с этим праздником и юбилеем. Мы говорим спасибо всем, кто посвятил свою жизнь изучению Вселенной. Еще раз с праздником, с Днем космонавтики. В Якутске в историческом парке «Россия. Моя история» состоялось мероприятие под названием «Космоференция», а также прошли тематические экскурсии, выставки и разные игры. Ярким событием дня стал запуск маленькой, но настоящей ракеты в честь 60-летия со дня первого полета человека в космос. А также в этот день открылась выставка «Путь к звездам». Особые страницы посвящены достижениям советской и современной российской космонавтики, подготовке космонавтов, борьбе и дружбе в космосе двух сверхдержав 20 века. Мультимедийная экспозиция будет доступна только 1 неделю. Новая экспозиция, созданная совместно с Омским и Ставропольскими музеями «Россия. Моя история». Она посвящена 60-летию первого полета человека в космос Юрию Гагарину. И здесь мы в разных этапах показываем развитие космонавтики от самого начала до конца, до наших дней. Например, здесь можно узнать, какие разработки были у ученых еще до развития ракетостроения. Можно подробно узнать о Константине Эдуардовиче Циолковском. Якутский спортсмен Аял Лазарев стал бронзовым призером азиатского лицензионного турнира в Алматы. Проиграв в четвертьфинале монголу со счетом 2-8, Лазарев победил борца из Пакистана. А в схватке за 3-е место победа нашему борцу была присуждена ввиду травмы японца Танака. Последний шанс взять путевку на Олимпиаду – это мировой лицензионный турнир. Он пройдет в Болгарии в мае. 17 команд приняли участие в фестивале «Рыба-фест», который проходил в местности Чайка в Хангаласском улусе. В этом году мероприятие посвятили светлой памяти Евгения Грибнева. По итогам соревнования в командном зачете 1-е место заняла команда Харана из села Немегу. 2-е и 3-е места поделили команды рыбаков из Якутска. Алексей Андреев с сыновьями, сыном Урсуном и Устином победили в номинации «Рыболовная семья». Также глава семейства выудил самую большую рыбу. А в личном первенстве победу одержал Афанасий Тимофеев из села Улаханан. Также прошли соревнования на скоростное пробивание лунки и по перетягиванию каната. В 2014 году приобрел значимость фестиваля «Ленафест». И место проведения было на реке Лена, местность Чоханой, местность Тихтюр. И сейчас выбрали местность Чайка. Погода немножко нас суровая немножко сегодня, не климатическая. Но для рыбной ловли, по-моему, это очень самая удачная погода. Но сегодня приехали состязаться 17 команд. С Якутска есть, с других районов есть. И сегодня даже с нами присутствует Бродников Вячеслав с Жиганска. У меня на этом вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.